Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Парке Славы появилась аллея памяти пропавших без вести. Неофициальный секретный мирный план США. Как может закончиться конфликт на Украине? Память абхазского ученого Заура Шалыша почтили в научной сессии в Сухуми. Ритмы Кавказа представят культуру региона на мировой сцене в Дубае. План по мирному урегулированию на Украине из 28 пунктов. Сегодня главная тема мировых СМИ. Документ пока официально не опубликован, но его общие положения уже попали в прессу. Крым и Донбасс де-факто переходят под контроль Российской Федерации. Украина отказывается от вступления в НАТО. Подписание соглашения предполагает немедленное прекращение огня. Между тем, Россия усиливает свои позиции на фронте. Эффективная работа наших вооруженных сил должна убедить Зеленского и его режим в том, что нужно договариваться. И делать это лучше сейчас, чем когда-то потом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь именно о принуждении Киева к мирному решению вопроса. Обо всем по порядку в материале Гугуцы Вардания. Американские СМИ опубликовали документ, который, по их данным, является мирным планом Трампа. 28 пунктов по урегулированию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский действительно официально получил этот документ. Подтвердила его администрация. Россия его официально не получала, заявила председатель МИД России Мария Захарова. Белый дом подтвердил, что спецпредставитель Трампа Стив Витков и госсекретарь Марко Рубио работали над этим документом втайне около месяца. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит недвусмысленно заявила, президент поддерживает этот план. Это хороший план для России и Украины. По сообщениям американских СМИ, план мирного соглашения предполагает признание Крыма, Луганска и Донецка де-факто российскими. Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается, а часть территории будет демилитаризованной буферной зоной. Украина должна закрепить внеблоковый статус и остаться безъядерной страной. А численность армии сократится почти в 2,5 раза. Кроме того, Россия должна быть восстановлена в большой восьмерке. Сегодня мировые СМИ пестрят новостями о том, что документ поддерживает интересы России, но это может быть спорно, ведь выполнение мирного соглашения будут реализовывать под руководством Трампа. Этот план, он отстаивает в первую очередь интересы Соединенных Штатов Америки. Они не будут бороться ни за интересы России, ни за интересы Украины и не за интересы своих партнеров по НАТО. У них есть там разные интересы. И конкуренция Соединенных Штатов и Великобритании никогда не прекращалась и никогда не прекратится. Поэтому там абсолютно разные интересы. Вот. Ну, где-то пересекаться, а где-то абсолютно не пересекаться. Американцы отстаивают свои интересы. Украина не согласна с рядом пунктов из этого документа. Представитель Украины в ООН Христина Гаявишин заявила, что хотя Киев готов конструктивно работать над этим, есть непоколебимые красные линии, которые Киев не готов переходить. Например, запрет на вступление Украины в НАТО и сокращение численности ВСУ. Впрочем, последствия этот план может иметь и непосредственно для руководства Украины. Но сейчас ситуация будет складываться так. Если Зеленский будет противостоять этому плану, а он это может делать только при поддержке европейских стран, то он будет в лице мировой общественности представлять противника этого мирного соглашения. Это раз. Второе. По всей видимости, американцы предвидели такую возможную позицию Зеленского. И мы видим, как в последнее время обострилась
внутренняя ситуация на Украине. НАБУ, которая во многом контролируется американцами, она представила определенную информацию. Это, я уверен, что это только маленький кусочек информации, который касается и только киевской стороны, не касается европейцев, наверное, не касается и команды Байдена, но я думаю, что если копать дальше, то там всплывут очень много новой информации, и это создаст очень большие проблемы для Зеленского. Они уже есть. Обсуждение мирного плана идет на фоне коррупционного скандала на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение 7 участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Речь идет об отмывании денег, которые давал Запад Украине. Согласно обвинению, сотни миллионов долларов украдены ближайшим окружением главы страны. После этого ряд европейских стран отказывается от военной помощи Украине. Венгрия требует отчета, Франция и Италия отказываются от закупки американского оружия для Украины. Вот так в России видят, каковы шансы того, что Украина пойдет на уступки. Ряд европейских стран уже заговорили сразу же, резко заговорили. До этого почему-то они молчали. Мы вот только что слышали заявление итальянцев о том, что все, надо прекращать поставки. Вот мы подписали 12-й пакет. А зачем вы его подписали? Отзывайте 12-й пакет. Отзывайте, забирайте, отказывайтесь от обещанных вами поставок. Это сбережет жизни в первую очередь украинцев. Вы виноваты, Европа виновата в гибели украинских и российских солдат. Это Европа подвигла этого конфликта. И это на их вине жизни, гибель тысяч неповинных людей, в том числе пострадали и мирные граждане, дети погибали. Это их стараниями все это произошло. На фоне обсуждения очередного варианта мирного урегулирования конфликта на Донбассе президент России Владимир Путин посетил группировки войск «Запад». Выслушал доклад об успехах на фронте, которых в последнее время немало. В частности, начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Купянска. На этой встрече Владимир Путин дал оценку тому, как руководство Украины видит перспективы мирного соглашения. Что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживают эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. При этом российская сторона уже заявила о своей принципиальной готовности к переговорам при условии принятия Украиной ее позиции. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен намерена созвать экстренное заседание по Украине на саммите G20 в ЮАР. Сам Трамп хочет завершить весь процесс урегулирования уже к началу декабря. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Министерство иностранных дел Грузии с одобрением восприняло очередной 32-й по счету консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы.
На это, конечно же, отреагировали в нашем внешнеполитическом ведомстве. Замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава, комментируя доклад, заявил, что традиционно подобные документы, на которые ссылается МИД Грузии, оперируют предвзятой и необъективной терминологией. Использование таких ярлыков, как оккупация, не только не соответствует действительности, но и демонстрирует полное игнорирование исторических и политических реалий, подчеркнул Бигвава. Данное заявление, в принципе, ничего нового для нас не несет. Это постоянно однобокие, ангажированные заявления, которые представляют интересы только Грузии, выражают мнение грузинской стороны. К сожалению, те структуры, которые дают возможность Грузии высказать свое мнение, выражать свое мнение, не дают возможность абхазской стороне высказать свою точку зрения. В связи с этим, как вы понимаете, данные доклады однобокие и не выражают, не отражают те реалии, которые сложились после 2008 года и не способствуют к нормализации отношений между Грузией и нами. К сожалению, данные обстоятельства, конечно, нами нивелируются по возможности, но обстоятельства таковы. Решение правительства Грузии об упразднении Временной администрации Южной Осетии является отражением острой внутриполитической борьбы в стране, считают в МИД Абхазии. В Южной Осетии и Абхазии уверена, что любая, даже сколько-нибудь примиренческая риторика Грузии всегда далека от реальности. Наша позиция изначально была негативна к созданию такой структуры. Оно было изначально незаконным, мы всегда к этому относились негативно. Как вы знаете, в 2006 году власти Грузии, тогдашний президент Грузии Саакашвили создал эти структуры, конечно же, готовясь к агрессии 2008 года. Как вы знаете, они примерно в тот период создали вот эти параллельные структуры, так называемые в кавычках, Южной Осетии и Абхазии. Та структура, которая была создана под названием Абхазия, насколько я помню, тогда они даже их офис переместили в верхнюю часть Кодорского ущелья и вместе с ними туда ввели тяжелые вооружения и вооруженное формирование Грузии еще до 2008 года. Естественно, это все делалось для агрессии, для того, чтобы заменить легитимные власти Южной Осетии и Абхазии. А то, что они сейчас ликвидируют эту организацию, это отражает их внутреннюю борьбу политическую, у них острая политическая борьба. Как вы знаете, они подали иск в Конституционный суд о признании неконституционным политические движения, которые представляют, скажем, Саакашвили. Для нас, да, они убрали эту структуру, мы и так считали ее незаконным. Вот. Конечно, это может быть слабая попытка урегулировать отношения с Абхазией, но больших надежд на такие шаги мы не держим. Вы знаете, да, многие заявления следуют от руководства Грузии, якобы дружественные, которые должны наладить отношения между нами, но, к сожалению, они носят больше декларативный характер для внутригрузинского общества, для внутригрузинской политической борьбы и к реальным шагам для нормализации отношений между Абхазией и Грузией они ничего не несут положительного. В
В Сухумском открытом институте прошла первая итоговая научная сессия, посвященная памяти первого директора Института экономики и права, доктора экономических наук, профессора, академика Заура Шалаша. В мероприятии приняли участие вице-премьеры Джансух Нанба, Вараздат Минасян, ученые, аспиранты и студенты института. Репортаж Гунды Шоуа. Первая итоговая научная сессия, посвященная памяти выдающегося ученого, первого директора Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктора экономических наук, профессора, академика Заура Шалаша, стала значимым событием в научной жизни Сухумского открытого института. Мероприятие, собравшее видных деятелей науки и образования, продемонстрировало глубокое уважение к наследию ученого и его вкладу в развитие экономической и правовой мысли Абхазии. Мы привыкли говорить о мужественных и героических поступках, которые происходят на полях сражений, но мы всегда забываем, что есть место мужественным и героическим поступкам в гражданском поприще, на поприще созидания, выстраивания нормальной жизни, развития и построения государственности, в частности, в условиях Республики Абхазия. И поэтому хочу сказать, что начало нашей работы в виде научных сессий на самом деле есть продолжение того большого дела, которое начала команда Института экономики и права, которая придумала 9 лет назад, чтобы этот институт существовал и работал бы во имя процветания и блага Республики Абхазия. В работе сессии приняли участие вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Минасян. Джансух Нанба пожелал участникам плодотворной работы и зачитал приветственное письмо от главы государства Бадры Гунба. Символично, что сегодняшняя сессия посвящена Зауру Ивановичу Шалаша, к сожалению, безвременно ушедшему человеку, который всю свою жизнь служил науке, служил абхазскому государству, взрастил не одно поколение ученых и каждый день думал о том, как сделать жизнь наших людей и наше государство лучше. Безусловно, роль науки в развитии, становлении государства нельзя переоценить. Мы это прекрасно понимаем, понимает руководство. И в силу своих ограниченных возможностей мы всячески пытаемся и будем пытаться поддерживать науку, и в том числе Институт экономики и права. Автор более 170 научных работ и 8 монографий, изданных в Абхазии, России и США. Для коллег он был верным другом и профессионалом, для студентов – добрым наставником. Он был не только талантливым ученым, но и выдающимся организатором, сумевшим создать эффективную структуру Института экономики и права, ставшего центром научных исследований и подготовки квалифицированных кадров. Все, что делается, должно быть во благо общества и государства. С таким девизом шел по жизни Заур Шалаша. На благо своей страны ученый трудился всю жизнь. В людях он ценил честность, трудоспособность и добросовестность. Вот таким его запомнили коллеги и друзья. Был генератором идей, он был еще, ко всему прочему, созидателем. Вот есть идеоносцы, есть люди полны идеями, они их могут выплескивать, но ничего в результате не получается. А он наоборот, он имел идеи, и он их мог доводить до конца. Вот у него идея была создать Сухумский открытый институт. И в 1997 году, вот здесь ректор института говорил, благодаря поддержке непосредственно Владислава Григорьевича Ардземба, который не только поддержал, а он сказал, что это необходимое явление, вот в 1997 году был создан наш Сухумский открытый институт. Сложные времена рождают сильных людей, и Заур Шалашава был одним из них. Законы и проекты, написанные им и его коллегами при строительстве независимого абхазского государства, и сегодня работают в стране. Он был одним из тех людей, кто не только воевал за свободу и независимость Абсна, но и тем, кто строил ее в послевоенное время на основах экономики и права. Создавая в 2016 году институт, мы с Зауром Ивановичем понимали, насколько высок спрос на научную экспертизу сформировавшихся экономических и правовых процессов в республике.
Необходима была площадка для обсуждения правовых вызовов, обмена опытом, нахождения совместных решений для эффективного регулирования и развития экономики. Так был создан институт с целью решения важных вопросов, направленных на развитие науки, образования и практики в области экономики и права. По словам коллег, каждый день к ученому приходили новые идеи. Заур Иванович боялся чего-либо упустить. Его активность проявлялась во всем. На телевидении он был любимым гостем, тем, кто всегда легко и свободно шел на контакт. Ему всегда было что рассказать и проанализировать. От семьи Шалаша, всех, кто принял участие в работе научной сессии и почтил память отца, поблагодарил сын Заура Ивановича, проректор института Алхас Шалаша. Хочу поблагодарить от имени семьи нашей, всех участников, всех присутствующих. Многие пытались попасть на эту сессию, но у них, к сожалению, не получилось. Им тоже огромное спасибо. Хочу пожелать институту дальнейших успехов, процветания, гениальных идей, достижения их целей. Он ушел рано, ему было всего 68 лет, но прожил яркую и достойную жизнь. Уход ученого – большая потеря для абхазской науки и народа. Память о Зауре Шалаша навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и работал с ним. Его научное наследие и вклад в развитие Абхазии будут жить в трудах его учеников и последователей. Кундашова, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Вопросом усиления внутриреспубликанского контроля за обеспечением выплаты пенсий гражданам республики, в том числе гражданам Российской Федерации, постоянно проживающих в республике Абхазия, посвящалось совещание, которое провел вице-премьер Вараздат Минасян. В частности, речь шла о несвоевременном представлении Министерству соцобеспечения и демографической политики информации о факте смерти пенсионеров. По итогам МВД и Минздраву даны поручения усилить межведомственный обмен и контроль для решения существующих задач в данной сфере. Также поручено усилить ведение адресного контроля, а именно усовершенствовать адресную сверку и подготовку информации районными и сельскими администрациями, представляемые Министерству соцобеспечения и демографической политики. Филиал Российского центра народной дипломатии открылась в Огу. Организация занимается прежде всего образовательной сферой. Она работает в 9 государствах и ориентируется на направления, важные для этих стран. Аэлита Рутюнян расскажет подробнее. Между двумя государствами России и Абхазии налажены мощные образовательные, также культурные связи. Это взаимодействие необходимо развивать, отметила исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Красовская, открывая мероприятие. Сегодняшнее открытие имеет особенное значение. Абхазия для России страна братская, страна очень значимая. Нас связывает история. Нас связывает колоссальное количество событий, которые имели место в истории обеих стран. У нас очень мощные культурные связи, у нас замечательные образовательные связи. И это говорит о том, что наше взаимодействие в этих направлениях можно и нужно развивать. В условиях быстро меняющегося мира весьма важно продолжение сближения России и Абхазии, а открытие филиала Центра народной дипломатии будет способствовать этому, уверены участники встречи. Уверен, что Центр народной дипломатии внесет весомый вклад в процессы совместного образования, обмена студентами, сближения наших вузов. И, как вы знаете, стартовали проекты между Госуниверситетом Абхазии и НГТУ. Это только начало. При Центре народной дипломатии создан консорциум вузов. В него на сегодняшний день входит 29 вузов, и консорциум только растет. Безусловно, развитие народной дипломатии – это очень важный шаг, и с учетом
наших добрососедских отношений с Республикой Абхазия, которые носят союзнический характер, развитие гуманитарного сотрудничества, и в том числе открытие Центра народной дипломатии, будет, безусловно, во благо, скажем. Роман Дбар отметил знаковое событие и подчеркнул, что существует официальная дипломатия, представленная жесткими протоколами. Но помимо этого есть и народная дипломатия, у которой, безусловно, есть свои сильные стороны. По мнению Дбар, народная дипломатия может помочь компенсировать асимметрию между маленькой Абхазией и большой Россией. Абхазия и Россия – это не просто очень часто в протоколах фигурируют там стратегические партнеры. На самом деле это отчетливое союзническое взаимодействие, которое сегодня проявляется практически во всем. Это очень хорошо видно на фронтах, где наши ребята плечом к плечу, бок о бок с российскими находятся на самых передовых рубежах. И это касается всех остальных направлений. Центр народной дипломатии работает в 9 странах. И, как отметила директор центра Наталья Красовская, это не предел. Дарья Боровикова, начальник управления довузовского образования и организации набора Новосибирского государственного технического университета, отметила, что главная цель – выстроить качественное и продуктивное взаимодействие с вузами других стран, особенно техническими университетами, для достижения технологического суверенитета страны. Это, по словам Дарьи Боровиковой, одна из главных задач России и Абхазии. Именно такой проект многослойный и есть международное технонаставничество, которое мы счастливы запустить с Абхазским госуниверситетом. В нашей общей идее он приведет, возможно, к открытию совместной образовательной программы. Это программы 2 дипломов. Сегодня в НГТУ их более 20 с 5 странами мира. И повысит уровень образования в наших странах, и повысит ориентацию школьников, выпускников школ Абхазии на обучение на технических и, естественно, научных направлениях АГУ, увеличит этот поток и тем самым поможет закрыть ту кадровую потребность, которая сегодня есть. Начальник театрально-концертного управления Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова поблагодарил за идею вовлечься в ту большую работу, которую ведет Центр народной дипломатии. Конечно, вот эта взаимосвязь и глубочайшая связь образовательная, культурная, творческая с нашими коллегами. Ну, я уж не говорю по всему миру, но сейчас мы говорим о нашем российском пространстве и близлежащих государств. Поэтому, когда поступило вот такое предложение от Натальи Рудольфовны поучаствовать вот в этих проектах, мы восприняли их, конечно, может быть, не без особой осторожности, но вместе с тем с большим интересом. Также на мероприятии отмечалась важность развития абхазского языка, аспекты его изучения и уровня сложности. Мы действительно очень беспокоимся о развитии своего языка. Это один из самых сложнейших языков мира. Все говорят китайский, ну просто китайцев много, о китайском языке знают все. Но мало знают, кроме специалистов, что представляет собой по сложности абхазский язык. И он достаточно сложен, он сложен в фонетическом, он сложен в грамматическом отношении. И если ребенок с детства не осваивает абхазский язык, он его уже практически не освоит никогда. Центр уже запустил совместную программу между АГУ и Новосибирским государственным техуниверситетом, одним из ведущих в России. К проекту подключилась Черноморэнерго. Планируется, что он охватит 10 школ, не только в Сухуми, но и в районах. Параллельно готовится возможность запуска совместных образовательных университетских программ, которые могут вылиться в программу двойных дипломов. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Российское общество знания и Министерство просвещения Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа прорабатывается возможность организации в Абхазии одной из площадок следующего марафона знаний. Первое также запуск проектов знания, герои знания, игра. Как написал на своей странице в Телеграм генеральный директор Российского общества знания Максим Древаль, главная задача – выстроить системную просветительскую работу с участием лекторов из России и Абхазии. Особое внимание планируется уделить темам Великой Отечественной войны, экологии, здорового образа жизни, профориентации и другим направлениям, важным для молодежи.
Делегация Минсельхоза Абхазии посетила ежегодную выставку в Краснодаре, где были представлены новейшие образцы сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства. Поездка была очень полезна, особенно в свете увеличения бюджета на реализацию целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства на 2026 год, отметил министр сельского хозяйства Беслан Джобуа. Как вы знаете, у нас бюджет на развитие сельского хозяйства в разы увеличился на 2026 год, и там же указана статья на приобретение и обновление сельскохозяйственной техники и оборудования для наших МТСов. И вот с целью для того, чтобы иметь понятие, где и каким образом, по каким ценам приобретать такого рода техники, мы воспользовались организованной в городе Краснодар ежегодной 32-й международной выставки сельскохозяйственной техники и оборудования и материалов для растениеводства. Так и называется. Вот все, что нам нужно именно вот по растениеводству, по питомниководству, скажем, и сельскохозяйственной технике, это все там было выставлено производителями на показ, на реализацию. И мы официального приглашения не имели, мы и не ждали, но посчитали нужным, что эта выставка нам очень будет полезна для дальнейшей нашей работы с целью того, чтобы приобрести технику. Командировали нам начальник отдела механизации и экономического отдела вместе с предпринимателем, который занимается поставками техники, именно на эту выставку. Официально не зарегистрировались, мы зарегистрировались официально, без особого приглашения. Иногда это даже имеет более смысл, потому как официальные приглашения всегда сопутствуют официальными встречами, проведением времени. А тут напрямую с производителями наши специалисты встречаются прямо на их павильонах, стендах. И вот многие контакты они с собой привезли. И вот именно то, что нам нужно, начиная от наших тракторов МТЗ для белорусов, их орудий и мульчителя для корчевки наших заросших земель. Все это вот таким образом они для себя пояснили. Справочка сейчас готовится. И если мы будем утвержденную программу иметь и статью в ней по приобретению техники, мы уже знаем, где брать, по каким ценам, где лучше. И вот это была очень полезная поездка, необходимая. То есть воспользовались этой выставкой. Аллею памяти пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии высадили в парке Славы. Акцию провело движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость. Заместитель начальника ЖКХ администрации Сухума Елена Отепина отметила, что высаженные деревья особого цветения, которых в парке Славы еще не было. В акции приняли участие также представители Государственной комиссии по пропавшим без вести администрации города Сухум. Вы знаете, что ежегодно, день 30 августа, мы отмечаем День пропавших без вести, и тогда была запланирована высадка деревьев в их память. Но из-за того, что это была жара и боялись, что не примутся деревья, мы его перенесли на ноябрь, на самый благоприятный такой сезон. И вот сегодня эта акция проводится. Я думаю, что это очень значимое событие. В парке Славы всегда мы устанавливаем что-то такое в их память, например, фонтан. Вы помните, несколько лет тому назад мы установили фонтан в память без вести пропавших. Сегодня мы высаживаем мы не просто какие-то деревья, а мы согласованно с администрацией города, которая в этом отношении нас поддержала материально и морально. Мы выбрали вместе эти деревья, которые будут весь год цвести. Ландшафтник разбила, Нала Мирзаян разбила с утра нам планировку, поэтому здесь все спланировано, и вот сегодня пройдет такая акция. Кедр, конечно, растет медленно, но это очень красивое растение, можете посмотреть. Думаю, что, слава богу, будем ухаживать, чтобы все это пережилось. А лагенстримию мы все ее любим, знаем, это называем в простонародье сирень индийская, да, но это лагенстримия. Посмотрим, какого будет цветение, когда нам сказали, что очень красивые цветы. У нее уже разные оттенки. А Евгения, она цветущая, вечно зеленая, происхождение Бразилии.
изделие. Очень прекрасно она себя чувствует в нашем субтропическом климате. Еще и ягодки бывают. Замена проводов и арматуры началась на высоковольтной линии Моква. Параллельно идет ремонт траверсов и опор ЛЭП, сообщили Минэнерго. Работы на линии начались в середине октября. С этого времени в Очимчирском районе действует график верных отключений света с 10 до 16 часов. Ремонт планируют завершить до конца ноября. Воспитанники студии «Ритмы Кавказа» из Краснодара, абхазы, осетины, чеченцы, русские, дагестанцы и казаки вместе представят богатство и многообразие абхазской и северокавказской культуры в Дубае на сцене первого всемирного этапа Пифийских игр. «Ритмы Кавказа» включены в число ведущих коллективов мирового уровня. Коллектив – лауреат премии «Лучшая студия танца России», обладатель награды «Лучший руководитель» премии «Северный Кавказ». 2021 года ансамбль является членом Международного совета по танцам ГИД при ЮНЕСКО. В 2018 году в Дубае заняли первое место среди представителей 16 стран в номинации «Народный танец», получили приз за лучший костюм и приз зрительских симпатий. В 2025 году ансамбль вновь победил в международном конкурсе народного танца в Сочи. Мы в Москве участвовали в отборочном туре, заняли первое место, после чего Пифийский комитет принял решение нас пригласить на этот первый международный конкурс Пифийских игр. Это аналог Олимпийским играм. На сегодняшний день там будет принимать участие около 30 стран. Мы, естественно, со своими ребятами, детьми с удовольствием туда поедем, покажем свою культуру. Абхазскую культуру, адыгскую культуру, в общем, кавказскую культуру будем показывать, но на первом месте у нас будет абхазский танец, который будет участвовать в конкурсе. Это конкурсный номер, свадебный молодежный перепляс, будут адыгские танцы. И мы уверены, что мы произведем фурор и приедем домой с победой. 15 столичных школ приняли участие в фестивале абхазских народных сказок под названием «Сказка не ложь», который прошел в Сухумской 4-й школе имени Дмитрия Гуля. По мнению организаторов, знакомство и работа по приобщению школьников к традиционной народной культуре актуальны во все времена. Фольклорные праздники всегда отличаются своим богатым культурным и народным наследием. У детей они формируют устойчивый интерес к народному творчеству, вызывают желание знакомиться с разнообразными жанрами фольклора. Идея данного фольклорного праздника у нас возникла давным-давно, и мы эту мечту вынашивали несколько лет. И вот, наконец-то, у нас появилась возможность провести такой праздник. Праздник не просто сказок, а праздник фольклора во всех его жанрах и видах. Это и народные песни, и пословицы, и танцы. То есть мы хотели показать такой калейдоскоп жанров нашей национальной культуры. Воспитание детей, как известно, закладывается с пеленок. В нашем фестивале принимают участие самые маленькие школьники, учащиеся 2-3 классов городских школ. Все с большим энтузиазмом восприняли эту идею, и все с большим желанием принимают участие в этом фестивале. Новый спортивный комплекс появится в микрорайоне Киласур в Сухуме. Он строится под открытым небом и представляет собой полосу препятствий. Первое событие на трассе пройдет 1 декабря. Там стартует проект «Абхазский рубеж», организованный командой Абхазии, который проводится при поддержке Народного фронта России. Попробовать свои силы могут все желающие любители и ветераны спорта. Длина дистанции 300 метров. Она состоит из разных секций, ступенек, перелетов, сетки и канатов. Трасса сертифицирована под проведение чемпионата мира. По словам эксперта Народного фронта по спорту и туризму Сергея Шуклина, участники соревнований смогут проходить трассу как по отдельности, так и небольшими командами. Эта идея родилась еще зимой прошлого года. Эту идею согласовали, поддержал президент Республики Абхазии
Батыр Зурадович Гумба. Вот. Благодаря этому проекту сегодня наша молодежь будет иметь еще больше возможностей тренироваться. В эти препятствия входят разные барьеры, рукоходы, канаты. Вот. В принципе, участие в этом проекте любой желающий может поучаствовать. Пользуясь случаем, призываю всех граждан принять участие. Это будет здорово. Любые ребята, кто просто занимается любыми видами спорта, это могут взрослые, это могут быть ветераны спорта, пенсионеры. Мы, в принципе, всех приглашаем прийти, посмотреть, попробовать себя на любом снаряде. Это не обязательно, значит, гоняться в состязаниях, но можно попробовать. Можно хотя бы любой из снарядов просто попытаться пройти и посмотреть, а я могу или нет. И потом, поскольку она отсюда, она здесь будет прописана, все, она остается здесь навсегда. Соответственно, это такой, получается, еще один спортивный парк, который будет уже на территории Абхазии жить. И можно сюда приходить по выходным с семьей, с классом, с друзьями. Приехали на велосипедах и пошли, потренировались в море 50 метров. Из этого формируются различные комбинации. Например, гонка дуатлон. Проплыли, потом пробежали дистанцию. Вот. У нас сейчас в перспективе следующая очередь, следующая поляна, то есть трасса будет удлинена. То есть это не просто несколько снарядов, здесь больше 10 точек, станций, которые участники один за одним проходят. Собственно, вот появляется новый спортивный стадион с возможностью появления нового вида спорта, возможно, даже зависит от инициативы ребят местных, возможно, появится и новая федерация, и новый вид спорта на территории. А возможно, это станет гонкой, куда будут приезжать люди из России, из других, может быть, там стран, потому что трасса сертифицирована под проведение чемпионата мира. То есть она фактически, вот эти снаряды, они сделаны по всем стандартам, по которым гоняются настоящие профессиональные спортсмены. Дополнительный выходной ожидает Абхазию на следующей неделе. 26 ноября в республике отмечается День Конституции. В этом году он выпадает на среду. Вторник, 25 ноября, будет укороченным рабочим днем. Открытый международный турнир памяти первого президента Федерации домино Артура Габуния стартовал в Новом Афоне. Он продлится до 23 ноября. В нем участвуют 80 спортсменов не только из Абхазии и России, но и из США, Венесуэлы, Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. Призовой фонд – 3 миллиона рублей. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 17-22. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.